Система госзакупок в Кыргызстане упрощена. По словам заместителя министра финансов, один из самых успешных примеров – это отказ от термина «тендер». Это связано с тем, что долгие годы он ассоциировался со сложными, запутанными и зачастую бюрократическими процедурами. Они создавали риски коррупции и в целом тормозили развитие. Если мы по старому закону мы проводили тендера, так называемые по старой редакции, если мы закупали какие-то сложные услуги, либо сложные товары, оборудование, то мы бесконечно проводили эти процедуры, то есть тендера. Почему? Потому что закон не давал возможность их менять методы. А сегодняшний день процедуры государственных закупок, установленные настоящим действующим законом, позволяет. В числе упрощенных процессов имеется и централизация госзакупок. Эксперты отмечают, что это дает ряд преимуществ. Во-первых, позволяет экономить финансы госбюджета, а их общая сумма за прошлый год составила более 140 миллионов сомов. Каждое министерство и ведомство и мелкие организации, когда делают мониторинг и определяют, ну, допустим, стул сколько стоит, да, звонят там, допустим, поставщику и говорят, мне нужно 10 стульев. И говорят, с учетом поставки это будет вот столько-то стоить. И вот этот бюджет. А за счет централизации, так как объемы увеличились, и поставщикам стало очень выгодно, они уже говорят, это 10 тысяч столов. Соответственно, цена будет другая. В форуме приняли участие представители структурных подразделений Министерства финансов, специалисты Всемирного банка развития и Азиатского банка развития. Представитель АБРМЛ Альтоверес отметил важность модернизации и цифровизации данной отрасли. Это позволит Кыргызстану достичь высоких результатов в устойчивом развитии. В настоящее время Азиатский банк развития оказывает финансовую и техническую поддержку для усовершенствования электронной системы закупок, а именно, чтобы модернизировать и цифровизировать платформу. Мы делаем это, чтобы Кыргызстан был готов к национальным торгам. Следует отметить, что в этом году форум проводится уже 7-й раз. На этот раз он отличился высокими результатами, достигнутыми благодаря внесенным изменениям в законопроект. И конкуренцию справедливую. Аймерим Назарова, Мирлан Жанубеков, ЛТР Бишкек.